Нефисе Огуз, турчанка-уйгурка, проживающая в Турции, призвала освободить своего дядю, который содержится в китайской тюрьме, и объявить о геноциде уйгуров, опубликовав видео на 4 языках. Стало известно, что Алим Абдукерим, дядя уйгурской девушки Нефисе Огуз, был приговорен оккупационным Китаем к тюремному заключению за незаконную демонстрацию информации. Ученый Алим Абдукерим, работавший компьютерным инженером в международной бизнес-компании Халис Вурумчи, до своего похищения был осторожным человеком, который держался в стороне от социальных и политических вопросов. По информации, полученной Нефисе Огуз из неофициальных источников, Алим Абдукерим был приговорен к 17 годам лишения свободы по обвинению в создании угрозы национальной безопасности. После того, как Нефисе Огуз раскрыла ситуацию международным СМИ, ее родственников в их родном городе Пайзават-Мишат допрашивали местные полицейские, что вызвало некоторые проблемы. Системная репрессивная политика геноцида Китая в отношении народа Восточного Туркестана и аналогичные действия в отношении тибетцев в последние годы привлекли внимание международного сообщества, сообщила 28 ноября сеть иностранных дел США. Как и в Восточном Туркестане, китайский режим насильно отправляет тибетских детей в так называемые школы-интернаты на Тибетском Нагорье и лишает их возможности говорить на родном языке. Школы-интернаты, которые, по-видимому, имеют красивое название, нацелены на то, чтобы полностью разорвать связи тибетских детей с их религией, языком и культурой, воспитывая их так, как если бы они были китайцами, на основе цели создания единого человеческого существа. Дипломатия панд между Китаем и Великобританией подошла к концу. Две гигантские панды попрощались с Англией, в которой они были гостями в течение 12 лет. В последний раз панды встретились с посетителями в Эдинбургском зоопарке в четверг, 30 ноября. В течение последних нескольких недель две панды, Янгуан и Тянь-Тянь, привыкали к клеткам для своего обратного путешествия в Китай. Официальный представитель Минобороны КНР У Цянь сообщил, что третий авианосец страны Фуцзянь приступил к швартовым испытаниям. Выступая перед журналистами на пресс-конференции в четверг, пресс-секретарь отметил, что разработка авианосца продолжается в соответствии с запланированным графиком. Израильские военные объявили, что начато расследование после того, как появилось видео падения ракеты, выпущенной из системы ПВО «Железный купол» в центральных районах страны. Также Великобритания объявила, что будет проводить разведывательные полеты над сектором Газа, чтобы предоставить Израилю разведданные в поддержку спасения заключенных.